защитника Отечества. Глава Башкортостана Ради Хабиров в Уфимском парке Победы. Мемориальный комплекс, посвященный победе в Великой Отечественной войне, открыли в северной части Уфы в 1947 году. Ежегодно в значимые для России даты здесь вспоминают павших солдат и отдают честь нынешним защитникам Родины. Еще раз, здравия вас. Желаю с праздником, Ради. Здравия. Здравия. Праздником вас. Слава Богу. Военнослужащего. Я всегда говорю, вот у нас пример. Глава служил в армии. Это всегда пример. Поэтому Так что на вас все дети равняются. Я вчера проводил день мужества или урок мужества в Юматово. Там все вас очень прекрасно знают. здорово. Мирно! Равнение на лево! Товарищ глава Республики Башкортостан, почетный караул Уфимского гарнизона в честь Дня защитника Отечества построен. Начальник почетного караула майор Давлетшин. В дань памяти всех павших защитников Отечества от имени многонационального народа Башкортостана корзину к вечному огню возлагает глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров. Радий Фаритович, с праздником. Спасибо. Спасибо. И всех с праздником. Для вас 23 февраля это что? Это все-таки, я считаю, это праздник тех людей, которые защищают Родину. Он и называется День военно-морского флота и армии. Вот. И в этот день я всех поздравляю, конечно. И это важнейшая профессия, действительно, защищать Родину. И хотя, знаете, вот сегодня я поздравлял всех. Вот, у меня брат, например, он не служил. Но он мужчина. И я вот как-то у нас уже в нашей стране, что это праздник всех мужчин, настоящих мужчин. Ну, по крайней мере, которые себя считают мужчинами. Вот. Поэтому вот такой народный, я считаю, уже стал праздник.
Вон, посмотрите, что люди увешивают свои фотографии там с военных альбомов, там во время службы, с дембельских альбомов. Народ радуется, приходит. Но для меня же, как руководитель, это день высказать слова уважения тем, кто защищает Родину. Это раз. И держать в памяти тех, кто погиб, защищая Родину, их родных, близких. Вот поэтому сегодня целый перечень мероприятий будет у нас в торжественном заседании в муниципалитетах, где главное, подчеркиваю, память тех, кто погиб, защищая Родину, и тех, кто сейчас на страже находится. Вот так. А когда возлагали цветы, вот вы стояли, минутка там молчания буквально, о чем думали? А я всегда, это же, знаете, к изложению надо подходить не так, что это дежурный номер. Ну, просто я благодарю этих людей, которые ушли, которые, наверное, с небес на нас смотрят. Это у него всегда вот так трогательно. Вот, генерал Шаймуратов для меня таким каким-то уже стал близким человеком. Вот. Я побывал на месте его гибели и захоронения в Луганской области, да. Поэтому, такой, для меня это вообще какой-то, знаете, вот такой очень сильный был человек. С праздником еще раз. Спасибо. День защитника Отечества продолжился в Конгресс-холле Таратау. Перед началом торжественного мероприятия в фойе развернулась специализированная выставка. На нескольких площадках представили оружие, амуницию и обмундирование разных периодов, дневники и хроники военных лет. В числе почетных гостей выставки глава Башкортостана Ради Хабиров. Отсюда, наверное, начнем. Нас встречают сегодня кадеты. Ради Фаридович, это у нас Уфимский пехотный полк 1812 года. Представлены экспозиции, их униформа. Рахим Рамиль Насибович сейчас более подробно расскажет. Уфимский пехотный полк в тех мундирах, которых был на Бородинском поле в 1812 году. Здесь представлен фельдфебель, музыкант, нижние чины и нестроевые чины, которые тоже были в полку, которые были плотниками, кузнецами, во время боя выносили раненых. Примерно в таком виде воевали наши предки 210 лет назад. Мы будем в этом году праздновать юбилей. Вы приняли указ очень своевременный. И, кстати, во многих регионах говорят, что в Башкирии такой указ уже давно принят. Мы готовимся к такой поездке. Здорово. Спасибо. Ради Фаридович, Госкомитетом по молодежной политике совместно с общественными организациями, силовыми инвесторами организована данная выставка. Следующая экспозиция у нас предполагается, это Северные Амуры, Тоньяк Амурдары. Это наши воины 1805 года. Гулиулин Юлай Равкатович сейчас более подробно расскажет про данную площадку. Выставка представлена реплики наконечников, которые использовали. Это такие были, да? Да, это то, что найдено в Башкортостане. Такие наконечники, по ним полностью было воссоздано. Такими наконечниками занимались, когда охотились, когда на войну ходили, против конницы использовали. Такой наконечник используется для зажигания. То есть проволока обматывалась паклей, обматывалась нефть и стреляли. Такими наконечниками используют для пробития кольчуги. То есть это были такие мощные. Такие наконечники используют для пики, уставные были. То есть, Северные Амуры только вооружаться этим, да? Да. Это для пороха, то есть для патронов. Такой пистолет заряжался оттуда через ствол. И добытый в бою. Да. Такая фляжка была у каждого бойца. То есть туда наливался или вода, или кумыс. Это подлинник, да? Нет, это реплика, конечно. Да. Исторический тоже седло. У него, например, старинные эти есть. Это конец 19 века, начало 20 века. С настоящими стременами. До сих пор используем. Это ай-болта. То есть на коне, когда скакали, тоже. В длинном она была древком, да? Да, была, да. Ай-болта. Такой там вообще вольтрап всегда использовался. Сыргитыш назывался. И щит был. Плетеный халхан. Стрела не пробивала его, да? Стрелы, да, отбивали. Отбивали, да. Спасибо. Государственным комитетом ежегодно выделяется субсидия на поисковые экспедиции. На данной площадке представлены экспозиции, которые были найдены в ходе поисковых операций. Волков Владимир Сергеевич более подробно расскажет. Это где, какая территория? Здесь у нас представлена выставка. Получается, здесь, наверное, 15 регионов Российской Федерации. В прошлом году, благодаря субсидии, нам удалось провести 21 поисковую экспедицию в 15 регионах Российской Федерации.
Это немецкая 50-миллиметровая мина. Вот эта выставочка небольшая у нас ездит по школам. Наша задача показывать, что не только с одной фашистской Германией шла война, даже по каскам. Это финская, шведская, чехословацкая, немецкая. Здесь очень много, еще чехословацкая. То есть вот только здесь, на этом столе, показаны 5 стран участников. Выставку мы дополняем униформой Красной Армии. Здесь сегодня представлена униформа вообще российской армии, начиная с Первой мировой войны. Вот как раз молодой человек в униформе 190 Очаковского пехотного полка, который формировался в Уфе в годы Первой мировой войны. Далее идет Советско-финская война, начало войны 41 год, 42 и далее 43 год. Все вещи, найденные поисковиками, хранятся у нас, потому что, к сожалению, не удалось установить личности погибших солдат, поэтому мы не смогли эти вещи передать родственникам, и они хранятся у нас в передвижных экспозициях. Вообще за время работы поискового движения найдено более 10 тысяч погибших солдат. К сожалению, удалось установить имена только чуть больше, наверное, 100 человек. Из них из республики Башкортостан чуть более десятка. Хотя мы работаем в основном на тех местах, где воевали дивизии. А вообще еще там копать и копать, да? Да, очень много работы. Еще, я думаю, на несколько сот лет точно хватит. Самый крупный проект, который мы реализуем, это проект «Заоблачный фронт». У нас единственный в мире проект, где мы проводим поисковые экспедиции на высотах свыше 4000 метров. То есть только у нас в Башкирии существуют подготовленные ребята, альпинисты-поисковики, что позволяет нам проводить именно работы в высокогорье. Вы тогда подавайте заявку еще соответственно, на наши гранты, правильно? Чтобы ребята выезжали. По 112 башкирской кавдивизии у нас целый проект. Мы работаем в Липецкой области, в Ростовской, Волгоградской и в Луганской Народной Республике. Вот совместно с Ильей Риваричем выезжали в 2019 году, в 2020 году, прошу прощения, как раз вот на место гибели генерала-майора Шеймуратова. Мы там дважды проводили экспедицию. У нас 120 тысяч пропавших без вести с республики. Только в последнем У нас бою... очень много вот на первой линии Белоруссии. Там, когда эшелон, там дивизия практически вся легла. Да. Праздником, ребят, праздником. Спасибо. Спасибо. Радий Фаридович, а сейчас мы переходим уже к нашим действующим вооруженным силам. Это Алкина-2 у нас представлено. Желаю, командир взвода гвардии лейтенант Шафеев. Представляю экспозицию войсковой части 63424 село АГС. Представлены АГС-17 «Пламя», это автоматический гранатомет на станке. Это приборы под нее, то есть у нас есть прицел, прицеливание, это магазин. Это инженерные боеприпасы серии ПМН, ПМН-2. Это вот скоростно-заградительная мина. Это у нас МОН-90, но его с вооружения сняли, как уже неэффективно. Это аналог, то есть поменьше МОН-50, но он еще есть в вооружении. Это противотанковая пехотная мина. На вооружение она еще? Она на вооружении, да. То есть у нас она 3 видов: железная, деревянная, корпус, имею в виду, и пластиковая. У нас пластиковая П3. Трудно обнаружить, получается, да? Так точно, да. Это у нас снайперская винтовка Драгунова, 7,62 мм, предназначена для поражения различных появляющихся целей. Дальность получается 2100 метров. Здравия желаю, товарищ глава республики. Столы ОМОН предоставляем специальное оружие и имеющее на нашем вооружении оружие. Начиная от пистолетов для бесшумной стрельбы. Вот этот ПСС тоже также для бесшумной стрельбы. Он уникален тем, что у него патрон специально созданный для бесшумной стрельбы. Там глушителя нету, да? Там глушителя нет, это патрон для бесшумной стрельбы специальный. Патрон очень дорогой, это почти 1000 рублей стоит. Один выстрел. Вот этого? Да. У него дальность небольшая, наверное, да? Или как? Нет, 9-миллиметровый. Да, Это специальное оружие. Они под патроны, специальные также патроны, автоматный патрон, но он 9 на 39. И у него мощность намного больше. Он для того, чтобы пробивать бронежилеты и так далее. И за это вот это специальное оружие. Вот это винторез, вал, СР. Здесь уже предоставлено специальное оружие снайперское. Это СВДС со складывающимся прикладом. Тоже также можно, как говорится, малогабаритно переносить. Складывается приклад, ствол укороченный, и можно, как говорится, переносить и в машинах, бронемашинах и так далее. Удобно. И потом уже вести в бою. Это специальный гранатомет
ГМ-94 43-миллиметровый. Также для него существуют разные выстрелы, и термобарические, и разрывные. Он также выстреливает до 300 метров, прицельная стрельба. Можно попасть и в окошко, можно попасть в дверной проем, да, специально для того, чтобы именно при спецмероприятиях. А точность высокая, да? Да. При спецмероприятиях выкуривать и так далее. Или оглушать. Такие заряды. Вот этот карабин СКС 18,5 миллиметров, он гладкоствольный. Гладкоствольный карабин, тоже также существуют различные патроны для него. И они дробовые бывают также картечью и так далее. Это тоже также применяется при спецоперациях на короткие дистанции, до 100 метров. Это специально высокоточная винтовка СВ-98. А дальность какая у нее? Дальность до 3000 метров, может быть, прицельная дальность 1200 метров. 1200 метров прицельная дальность. Это пулемет «Печенек». Раньше пулеметы были со сменным стволом. Здесь вот это сейчас новая разработка. Здесь ствол не сменный. Ствол специально имеет охлаждение здесь. И он охлаждается, так что можно стрелять также неограниченное количество выстрелов. Раньше при обычно 500 тысяч выстрелов и меняли ствол. Сейчас уже он специально сделанный от меньшего нагрева. А за счет чего охлаждает? А здесь специальные радиаторы охлаждения есть, железные. Они тепло на себя берут и стволу дают отдыхать, так скажем. Праздником. Дальше у нас здесь представлено оборудование нашего саперно-инженерного отделения. Это костюм, называется «Купол». А ноги тоже защищены, нет? Все, да, защищено на основе кевлара и бронеплит. У него также шлем, подпитка идет, и воздух туда идет. Вот, например, здесь это стекло просто сняли, оно очень тяжелое, тоже бронестекло. Смотрите, сколько слоев. Шлем сколько весит? Почти 25 килограмм. 25 килограмм на голове. А шею удерживает, нет? Удерживает. Костюм в целом? Костюм в целом он 36 килограмм, вот этот отдельный костюм. Получается, здесь подпитка есть и воздуха, там у него вентиляция есть, чтобы не запотевало стекло. И также свет, любые манипуляции, чтобы сапер удобно проводил, подсветка у него тоже работает. Автомат держит, нет? Праздником. Дальше у нас представлена экспозиция военной полиции, нашего военного комиссариата. Здравствуйте. Представляю вашему вниманию экипировку военнослужащих военной полиции, которая стоит на вооружении Министерства обороны Российской Федерации. Комплект на защитный модуль состоит из защитного колпака, из защитного шлема колпак, в котором интегрирована система связи с радиостанцией, которая представлена там далее. А у вас срочники есть или только... Нет, это гарнизонный патруль практически первый. Но срочников нету, да? По штату нету. Нет по штату. Ну, то есть уже контрактники, да? Да. И щит противоударный. Здесь представлен комплект экипировки «Ратник», стандартной экипировки военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации. Состоит из большого рюкзака, маленького рюкзака рейдового, разгрузочного, шлем, защитные очки, фонарик, также для подачи цветовых сигналов. Наушники, бронежилет. Стандартная экипировка военнослужащих военной полиции. Нарукавная повязка, персонифицированный нагрудный знак, берет красного цвета. В повседневной деятельности при патрулировании в Уфимском гарнизоне военнослужащие военной полиции экипируются специальными дубинками УЗ-2М, УЗ-3Т, также наручники, БКС и БОС. Отличие от них то, что неподвижная система для быстрого воздействия на нарушителя методом сдавливания пулевого приема. Здесь представлен пистолет бесствольный, травматический ПБ-4СВ ОСА. От гражданского отличия то, что более длинные стволы. Также есть патроны, которые помимо травматических присутствуют также светозвуковые, шумовые и для подачи сигнальных сигналов. Устройство шоковое, дистанционное, также контактным способом. Световой лазерный фонарик, который воздействует на зрение нарушителей. И вот радиостанция, которая как раз таки интегрирована с колпаком.
Спасибо. Праздник вас. Уважаемый глава республики, начальник пункта отбора на военную службу Здравствуйте. Мобильный пункт отбора работает. Сразу желающих, сразу записываем и проводим отбор вооруженных сил. А вы мобильный пункт, да, получается? Сейчас мы мобильный пункт. Ну, тот автомобиль. Да. Ну, это с Екатеринбурга привезли. А так по районам ездите, да? Ну, у нас самого такого нету, мы инструктора ездят у меня, получается. Вот так. Ну, 14 человек, поэтому есть возможность командировать. Ваша поддержка. Праздником. И следующее наше уникальное... Раид Фаридович, у нас сейчас происходит смена караула, как раз таки уникальная наша площадка. Привезли звезду нашего героя. Смена караула. Отли. Чё? А ну шагаем. Марш! Посмотрим, да? Это настоящая подлинная, да? Сегодня. 20-е годы практически в каждом музее есть вот такой уголок. Централизованно изготовили, и на каждого района завели именно Шамурат с экраном, со всеми видео. Вот это, Да, макеты наград. Там, где есть районный музей, главный, центральный, они находятся. Раид Фаридович, звезда Минигалиша Шамуратова? Да, давно не видел. Помните же, как это было? Встречали как вот кадры? Мына 2020 бізге музейге. Мына Буденныйдың ходатайством сфоткали, да? На сфоткали телефон. Отсюда пошло-поехало. И добились героя звания. Хадгадур Рахмет. Спасибо. Справедливость. Да. Ахмед. Добились. Раид Фаридович, в целях преемственности поколений выставлены портреты наших героев Российской Федерации. Закреплением. Полностью выставка наших героев, Рафаэльевич. Да, мы портреты все выставили. И считаем уникальным то, что на фотостенде у нас использованы фотографии письма огненных лет из песни Вахита Фаритовича Назарова. Я просто вот такую экспозицию сделали, да? Спасибо. Давайте сделаем памятную фотографию. Давайте. Раз.